Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 9 февраля 2024 года, 20 часов по Берлину, 21 по Джохару. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Валейкум салам, Питер, Републикан, Асламбек, Албания, Чавик Машуой, Залещак. Витаю вас всех, друзья. Залещак Владимир. Так, правильно прочитал. Дели Саламашоль. Так. Алейкум салам. Друзья, события развиваются стремительно. И все, друзья, и все в нашу сторону складывается. В нашу сторону. Жизнь-то, как говорится, налаживается, друзья. Так, чуть-чуть мы приподнимем камеру. Вот так вот. Чуть-чуть опустим стул, как говорится. Итак, друзья, я вас всех приветствую. В Украине продолжается война, как мы знаем. Русско-украинская война, развязанная террористической бандой ФСБ, чтобы стать неодворянством. За прошедшие сутки уничтожено 910 террористов. Уничтожено и ранено, по всей видимости, 909. Итого их цифра достигла 393 290 бандитов уничтожено. Вот как-то так, да. Так, сегодняшний свой стрим я назвал Такер Карлсон и последнее слово рецидивиста Путина. И героям слава, Адаму алейкум салам. Друзья, всех вас приветствую. Ну, давайте, мы уже потихонечку уже собираемся тут в ютубике и в тиктоктике, как говорится. Так, салам, Эд, салам, дорогой, салам, всем салам, Шабиль. Всех я вас приветствую, друзья. Сердечно, прошу заметить. Итак, друзья, сегодняшний свой стрим я назвал Такер Карлсон и последнее слово рецидивиста Путина. Дело в том, что, изучив внимательно это интервью, конечно же, оно было просто соткано и лжи. Просто, ну, мы все слышали, все знаем вот эти нарративы КГБ, про окраину, про становление там украинского государства, что его Ленин там создал, там 3-10 и так далее. Правда, когда вспоминают, что Ленин создал, то есть когда пришли большевики, была создана Украина, забывают всегда сказать, что и Россию тоже Ленин создал, ту Россию, ту РСФСР так называемую, СССР и все остальные республики, которые находились под контролем, не забывают. Но таких вещей было очень много. Таких вещей было очень-очень много в том, что говорил Путин. Но мы не удивлены. Такер Карлсон произвел на меня, например, очень хорошее впечатление. Вот многим не нравится, что вот он там встретился, говорил. Вы тоже знаете мое отношение к террористу, людоеду, деду Путину. Но при всем при этом нужно понимать, что Америка это правовое государство. Нравится нам это или не нравится, мне лично это очень нравится. Дело в том, что американцы и вообще западная цивилизация, она построена на праве. Вот на том самом праве, на том самом соблюдении закона, о котором так много говорят некоторые люди, рассказывают там, про какие-то свои видения своего государства. Вот это есть живой пример. И очень интересная аналогия наблюдается между вот этим последним интервью. Ну, я бы его сказал допросом в мягкой форме, допроса подсудимого. Дело в том, что это интервью напоминало как последнее слово рецидивиста, особо опасного преступника.
И как правовое государство Америка предоставила это слово вот этому террористу и ублюдку, извиняюсь за мой французский, как говорится, но то же самое произошло с Саддамом Хусейном, то же самое произошло с Каддафи и другими диктаторами. У них брали интервью, и им предоставлялась возможность сказать последнее слово. Дело в том, что в процессе в многих государствах, правовых государствах мира, последнее слово – это очень важный процессуальный момент в этом судебном, во всем этом процессе. И кто-то просит помилования, кто-то раскаивается, кто-то пытается оправдаться, кто-то выстраивает какую-то линию защиты, оправдывая свои преступления. Путин же, как матерый рецидивист, как учит его ГБшная и тюремная вот эта школа, ушел, как говорится, в несознанку. Полностью нес ту же чушь, еще больше добавлял этой чуши, рассказал про то, что американцы, я выложил видео у себя в YouTube и в TikTok, кстати, оно тоже есть, американцы нам помогали, американцы и их сателлиты помогали нам политически, финансово, информационно и в военном смысле. В военном смысле, ну я не знаю, что имел в виду Путин, но оружие, наверное, об этом идет речь. натовского мы у наших бойцов не видели. Отчасти, конечно же, правда то, что говорит Путин, ну как и все интервью, отчасти где-то что-то, конечно же, имеет с собой основание. Ну, конечно, не было никакой помощи со стороны Соединенных Штатов. Наоборот, Джохар Дудаев возбудил уголовное дело против бывшего президента Билла Клинтона за поддержку, за финансирование, за кредит, который был выделен России, чтобы она не сдохла с голоду, которые она отправила эти деньги для того, чтобы подавить чеченское сопротивление. Не знаю, сколько, что она отправила, ну, так говорят. И, значит, дыма, как говорится, вероятно, не бывает без огня. И, да, была политическая поддержка. Радио «Свобода» на чеченском языке, например. Радио «Свобода» на русском языке, которое говорило правду. Мы помним это радио «Свобода». Я лично слушал это радио «Свобода» тогда. Тогда нас не называли никакими боевиками, как сейчас это радио «Свобода» делает. Нас называли повстанцами, борцами за свободу, ну и так далее, и так далее. Потом это мы уже стали боевиками, как это любят делать русские пропагандисты, и за ними начали повторять журналисты из русскоязычной русскоязычные журналисты из Радио Свобода. Поэтому Такер Карлсон держался очень профессионально, тоже мне очень понравилось. Его, можно сказать, такая снисходительная улыбка, даже язвительная иногда, она тоже дополняла уверенности в том, что будет суд над террористами из ФСБ, Путиным и Патрушевым, и многими другими, Бортниковым, Шойгу, ну и так далее, и так далее. Я надеюсь, гражданин Украины Невзоров тоже не уйдет от ответственности. По крайней мере, мы приложим максимально усилия к тому, чтобы он не ушел от ответственности. Ну и так далее, и так далее. Поэтому можно по-разному смотреть на это интервью. Но с другой стороны, мы увидели очень уставшего, очень зашуганного, я бы даже сказал, деда-людоеда,
который ушел в глухую несознанку. Поэтому, друзья, я вас всех поздравляю с этой новостью. Я благодарю Такера Карлсона, я благодарю Соединенные Штаты, я благодарю всех просто, кто помогает очистить этот мир от несправедливости, от беспримесного, абсолютного зла, которое существует на этой земле. Господи, благослови Америку. Вот что я могу сказать по этому поводу. Так, Маш Вовель, Аслане, рад вас знову бачити. Іван, Машал Хиль, Дел Рейс Хуйль, Баркал. Так, Баркар и Иван, да, я имя, по-моему, не прочитал. Так, вітання всем людям доброй воли. Витаю вас, Иван, витаю. Коммунизм – это красный террористический бренд, который нужно запретить во всем мире. Ну, коммунизма как такового уже не осталось. Коммунизма как такового уже нет. Да и он, в принципе, и невозможен был, чтобы он там случился. Понимаете? Поэтому они прикрывались коммунизмом. Имперское вот это свое нутро они всегда прикрывали коммунизмом, сейчас демократией, и чем-то всегда прикрывают. Но они всегда остаются империей. Они русисты. Это особая человеконенавистническая форма идеологии, о которой очень хорошо написал Джохар Дудаев. И к коммунизму они не имеют никакого отношения, причем давно, в самом начале становления этого коммунизма, или большевики, когда пришли к власти, тогда какое-то время, а еще, может, они шли к коммунизму, но потом они поняли, что это бесполезно, и все, и на этом все закончилось. Ассаламу алейкум, Асан, напоминаю, ва алейкум салам, напоминаешь, что напоминаешь, Ахмед? Алексалам, что напоминаешь? Слава Ичкерии, слава Украине, всех расистов на зустріч с Кобзоном, на встречу с Кобзоном. Героям слава, Вася. Салям, посмотрел небольшие отрывки, сложил впечатление, что вопросы Путину сочиняли ФСБ. Ну, я так не думаю. Но, конечно, он его просто послушал. Как и судья, Такер Карлсон дал возможность высказаться подсудимому. И, как тут правильно написал Асламбек, суд ушел в совещательную комнату. Ждем приговора, как говорится. Дал Бухастам. Что Золкин нацист и фашист. Аслан, напоминаю, Золкин нацист и фашист. Понял, Ахмед. Да, Золкин русист. Придется посмотреть. Так, коммунизм это и есть бред. Так как его невозможно построить. Только коммунизм это еще человеконенависть, кровавая диктаторская арабская идеология. Да. Джохар как пророк видел будущее. Да, Иван, он очень имел хороший склад ума и был очень хорошо информирован. Очень хорошо, как генерал советской армии. Как генерал советской армии. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Беларусь! Ичкерия с вами. Так, Джохар говорил, русизм страшнее фашизма. Да, в войнах, Машуэля, абсолютно так. Должность Худу Аваша, я с Украины, если что. Я являюсь председателем правозащитной организации Human Rights Center Ичкерия. Вот моя должность. Так. Шалом Нохчис, шалом Израиль, шалом. Все говорят, что ты родом из Вьетнама, правда? Наконец-то вы узнали мою настоящую родословную. Да, я родом из Вьетнама. Да. Масяна Барков. Ты будешь в судный день отвечать. Наруто, как тебя там, не выговоришь.
знаки. Ты будешь в судный день отвечать. Ты не поверишь, Нарутон. Ты тоже будешь отвечать. Ты не поверишь. Ты для меня не открыл никакую тайну. Так, война. Да, правильно, этих. Надо банить. Только коммунизм, это еще человек не кровавая диктатор, арабское дело. Передача Золкин, друг и сокамерник. Да, основные. Золкин, друг и сокамерники. Так, Асан, что думаете об отставке Залужного? Иван, я, конечно же, как и все, поддерживаю Залужного. Считаю, что человек очень много сделал. Очень расстроился, что его сняли с должности. Ну, знаете, Иван, закон есть закон. Нравится нам или не нравится. И именно верховный главнокомандующий – это президент Украины. И вы, украинцы, дали ему это право. Большая часть украинцев дали ему это право. Поэтому очень, конечно, жаль. Мне лично жаль. Но я очень надеюсь, что вот все вот эти наши страхи, в том числе и мои, они преувеличены. И я очень надеюсь, что следующий, а у него уже как планка у следующего, вот Сырского, планка, кстати, родился в России, завышена. Мы все больших ожиданий от него, от Сырского. Ну вот как-то так. И то, что Соединенные Штаты, Сенат одобрили проект помощи Украине, в том числе Украине, Израилю, там, строительство стены и так далее, это говорит о том, что, ну, американцы как минимум не против. Американцы, если не против, они точно не за Россию, не за КГБ, значит, зрады нет. Я боялся за зраду. Вот что меня беспокоило. Я знаю, что ни один Залужный вытягивает. Вот вы лично, Иван, сражаясь, вы такой же для меня, как и Залужный, как и Сырский, и как все остальные, кто сражается за свою родину. Я вас всех одинаково уважаю. С одним условием. Вы также должны быть не против независимости нашей страны. Все, после этого у меня нет никаких споров ни с кем. Поэтому, конечно же, Залужный это не один человек, Залужный это команда, он сделал эту команду, эта команда и есть. И будем надеяться, что все будет еще лучше. Хотя, опять же, да, мы должны все стороны этой стороны оценить. Я просто сейчас, вот именно сейчас, я не вижу основания, повода, ну, может, какие-то секретные есть, какие-то тайные, какие-нибудь другие есть планы, я не знаю. Ведь идет мощнейшая игра, не только война на поле боя, есть еще игра, война интеллектов, война разума. Поэтому, ну, я уверен, что будет все хорошо, дай Бог. Очень-очень на это надеюсь, по крайней мере. Как-то так. Привет из Армении. Привет, Армения. Привет. Дай права народу выбрать и народ ошибиться. Ну, Армения, ну смотри. Народ, конечно, ошибается. Народ ошибается, приходят новые. Для этого демократия, она и на то и демократия. Что если ты ошибся один раз, и ты посмотрел, что человек не вытягивает то, что должен вытягивать, то выбирают другого президента. Вот и все. И народ имеет право на эту ошибку. К большому сожалению, знаете, даже главное ведь не то, что президент есть. Главное, что система должна быть. Выстроена должна быть система. Может президента не быть.
Вон в Австрии несколько лет назад, там чуть ли не полгода не было премьер-министра. У нас в Германии здесь было, в прошлом, по-моему, году, тоже очень долго не могли между собой поделить портфели в Бундестаге депутаты. И в итоге ничего с Германией, ни с Австрией тогда, ни в тот раз с Германией, ничего не случилось. Система работала, полиция работала, суды работали, государственные все учреждения работали. Поэтому важно, чтобы была выстроена очень поддерживающая, дублирующая, как-то консолидирующая система в демократическом обществе. И тогда ничего страшного, что народ ошибется. Хотя я согласен с тем, вот с одним из тезисов, что алкоголик, лежащий под забором, который всю жизнь что делает, что только бухает, или у себя там на диване где-то валяющийся, и профессор, имеющий там несколько степеней научных, их голосование, то, что равно, оно может быть не совсем справедливым. Потому что с учетом вот этой пропаганды, с учетом современных технологий воздействия на массы, можно обманывать очень многих. Например, я могу сказать по чеченцам. Чеченцы сейчас дезориентированы и пытаются тоже, сейчас мы ищем выход из этой сложившейся ситуации. Конечно, постгеноцидный народ, у нас особый случай, но, опять же, должна быть система, которая будет вне зависимости от кто кем управляет. Можно, например, как в Америке, это будут выборщики, например. Да, хотя у нас нет этой системы, у нас в Ичкерии. Но, например, выбираются выборщики, и уже выборщики выбирают себе президента. Можно прямым голосованием, тайным прямым голосованием. Не знаю, посмотрим. Но у нас прямым, как в Украине, прямым голосованием. И я думаю, как в Армении тоже. Ассаламу алейкум, Дагестана. Ва алейкум ассалам, Ахмед. Слава. Саня, с каких пор Санек начал восхвалять Палестину, я не могу понять. А ты Палестину какую имеешь в виду? Всю Палестину, которая ходит там Восточный берег, сектор Газа, Израиль, часть Иордании, Египта? Или же ты только вот сектор Газа восхваляешь, исключая все остальные? Вот этот момент поясни, Санек. Мне очень интересно, когда люди, Саньки с России, начинают поддерживать там палестинцев, мусульман и так далее. По-моему, у вас самые главные враги были мусульмане. По-моему, вы нас, чеченцев, убивали только из-за того, что мы мусульмане, чеченцы там и так далее, хотим свободы. А что-то с вами случилось. Что с вами случилось? Может, эти хамасовцы ваши миньоны? Может, ваши марионетки это? Может, в этом дело? Как думаешь? Государство Ичкерия быть скоро, да, Алмула. Дай бог, дай бог. Асан, как вы относитесь к Кин? Кто такой Кин? Так, Асан Саламашал, Дейли Саламашал, Гуль Хурем. Ашуэль. Ник Махицан Хурем. Байркам австрийский Итана, Ник Хицан. Ва алейкум ассалам. Самая трудная ситуация у Ванга народа, его психологии по истории. У вашего народа и по психологии, и по истории. Абрек, у нас ситуация, я не понимаю, о чем ты говоришь. Абрек Торгомян. Я не знаю, о какой психологии ты говоришь, но наша проблема в том, что мы не покоряемся, как, например, вы, армяне. И ваша психология, которая подчиняется там персам, там туркам, русским, она немножко отличается от нашей. Поэтому, наверное, тебя вызвало какие-то вопросы наша психология. Так наша психология, она ничем не отличается от свободолюбивых народов.
Просто дело в том, что у нас есть ваши друзья долгие годы, веками, которые были вашим покровителями и ваши союзники, и вы вместе с ними приходили к нам на Кавказ нас убивать. Вот эти товарищи являются нашей проблемой. Не наша психология, не наша история. Ваши союзники, ваши ближайшие, вернейшие друзья, вы, я не знаю, как вы у нас на Кавказе оказались, вы и не кавказцы, как вы сами говорите, но вот благодаря вот этой психологии армян и русских, вот у нас такая вот беда. Так. Сунцаха Мефисто. И кин сунц. Я за сунец, а ючек. Но я не интересовался, не вникал полностью в эту систему. Вот этот Ким Мериз, Муерти название, ничего, комментарий. Кин. Комитет ингушской независимости. Почему чеченцы пошли на Дагестан, меня спрашивает Рауль в 99 году. Дело в том, что, Рауль, так сложилось, что на протяжении всей истории мы, чеченцы, очень доверчивый народ. В силу своей честности, благородства, простите за нескромность, но мы честный народ, и этим пользуются. Причем нам никогда не ставят это как бы в плюс, когда говорят, что мы честные, наивные, доверчивые. Нас всегда пытаются представить какими-то агрессивными, злыми, там, видите, даже мой тут подписчик из Армении тоже так считает. И дело в том, что русские на протяжении всей нашей истории нас обманывали. Причем они всегда находили слова, всегда находили обоснования. Например, когда разваливалась царская фашистская Россия, русские расстреляли своего царя, женщин и детей. Всех просто. И детей, маленьких детей расстреляли. Всех расстреляли. И русские нам рассказывали, что они отомстили за нас, за вот тот геноцид, который творила царская семья. Они отомстили, что вот нам нужно быть союзниками там, и так далее, и так далее. И дело в том, что именно дагестанцы с нами поступали так же, как поступали с нами русские. К русским мы уже потеряли доверие, и уже к объявлению своей независимости мы не доверяли уже абсолютно никак русским. Потому что опыт есть. Какие мы не были бы благородными и честными, но дураками нас никто не считал никогда. Но мы доверяли дагестанцам. И дагестанцы, которые заключили с Басаевым, с чеченцами договор о взаимопомощи, разные народы, и кумыки, и даргинцы, и аварцы, и разные другие, установили в Чабан-Махи и Карамахи, даргинских высокогорных населенных пунктах, которые близко находятся к Чеченской Республике, на границе находится Чеченская Республика Ичкерия, русские позволили установить шариатскую форму правления в двух отдельных деревнях – Чабан-Махи и Карамахи. И когда русские дали чуть-чуть пожить без участкового, весь шариат заключался в том, что там не продавалась водка и не было участкового. А так как жили там мусульмане, так и продолжали жить в этих деревнях. Россия окружила этих людей и начала планомерно уничтожать. Сперва разрешила, Степашин приезжал, Ельцин, Степашин разрешил, Ельцин приезжал, сказал, что
Это очень хорошие молодцы, такие симпатичные бородачи, там, ну, такую чушь свою, как обычно. То есть дал согласие. Потом, для того, чтобы вытянуть чеченцев и создать из этого казус белли, повод к войне, использовав дагестанцев, которым мы доверяли, они начали планомерно уничтожать эти два населенных пункта. И, соответственно, эти люди попросили у нас помощи. И спасательная операция, которая началась, обращаю внимание всех, после того, когда русские второй раз уже на нас напали. Не Дагестан первый, Басаев пересек границу с Россией и пошел в Россию, а Россия уже несколько недель и даже месяцев находилась на территории Чеченской республики Ичкерия, убили наших пограничников, вот зашли, захватили пост, грабили наших пригранично проживающих жителей, угоняли скот, снимали золото женщин, там, отбирали деньги, заезжали на БТРах там, и так далее, и так далее. И Шамиль Басаев на тот момент, как рядовой гражданин, он не занимал ни один государственный пост, как рядовой гражданин Чеченской республики Ичкерия, сделал клич и позвал добровольцев помочь дагестанцам. И чеченцы пошли на помощь дагестанцам. К большому сожалению, дагестанцы не пришли на помощь дагестанцам, Чобан-Махи и Карамахи. Дагестанцы поднялись против тех, кто пришел помогать этим двум селам, Чобан-Махи и Карамахи, против чеченцев. Ну, это пропаганда нам преподносила и так далее, и так далее. Но мы не увидели митингов, мы не увидели людей, которые требуют не убивать жителей Чобан-Махи и Карамахи, что чеченцы союзники. Ни одного дагестанца. Ни одного. Мы увидели бойцов, которые сражались. Это отдельная вообще категория дагестанцев. Я не их имею в виду. А вот кто вот, когда Чобан-Махи и Карамахи уничтожали. Но так как Шамиль Басаев был рядовым гражданином на тот момент, как и Гиркин, который вошел в Крым, в Донецк, ну, на Донбасс, был недействующим офицером ФСБ или ГРУ, кто у них он там. Точно так же это не послужило поводом к войне, казусом белли, и это не послужило то, что Басаев сделал. Именно поэтому русские вынуждены были взорвать своих же русских. Сперва они взорвали дагестанцев в Буйнакске. Первый дом был, причем семьи военнослужащих. Я обращаю внимание военных дагестанцев, которые все это схавали. Обращаю ваше внимание. Понимаете? Потом и русские это схавали, ну и первые это схавали. И вы, дагестанские, российские военные, вы являетесь просто худшим представительством Кавказа. Потому что когда ваши женщин, детей взорвали в своих же домах, и наши спецслужбы задержали ГРУшников и дали показания эти ГРУшники, есть доказательства этому, видеозапись есть. Никто не поднялся. Вот если коротко ответить на твой вопрос, почему чеченцы пошли, как ты говоришь, на Дагестан в 1999 году, потому что наш Шамиль Басаев сдержал договор, который был с ним заключен. Нам это обошлось очень большой кровью. Но не то, что он туда пошел. Русские там и так и границу пересекли, и потом дома взрывали. Это нужно было для Запада, для Америки показать, насколько чеченцы опасны, злые, их нужно остановить. Там Европа должна была поддержать там, и так далее, и так далее. Ну вот произошло то, что произошло. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Да? Адало и Багаудин Даги были в Чечне, это агенты замутили. Не только они, Конкорд, не только они. Там братья Хачилаевы были, много кто было.
я твой профиль отправлю в ФСБ. А ну, Ариш, ну зачем ты сразу в ФСБ? Не посылай, зачем? Не надо, они не знают про меня, сейчас ты им все раскроешь. Зачем? Ну вообще, ну, ты карточку пришли, я тебе денег переведу. Только не сообщай в ФСБ, хорошо? Это твое мнение. Бог как было, никто не знает. Да и мог. Это не мое мнение. Это всем известный исторический факт. Это не только мое мнение. Ассаламу алейкум, Сош. Ва алейкум ассалам, Сайдаме. Так. Ассаламу алейкум, раматуллаху баракату. Ва алейкум ассалам. А что скажешь насчет братьев Ямадаевых? Ямадаевых? Ну, это предатели чеченского народа, это марионетки фашистской России, садисты самые настоящие. Ты против дагов? Нет, я не против дагов. Нет, я просто говорю правду, какая она была. А то у нас, знаете, сейчас появляется... Я не против дагестанцев. У меня были друзья дагестанцы. Я очень хорошо отношусь к нашим соседям, ко всем. Ну, если они не имперцы и не считают мою Ичкерию частью фашистской России. Таких дагестанцев я уважаю и никаких вопросов нет. Дело в том, что я не против. Вот они против нас. Вот в чем проблема. Так. Асан, как у тебя дела? Давно вас не видел. Все отлично, Арон. Витаю тебя. Акборс, какой закон оптимальный в Чечне? Акборс, ну ты вот вопрос задаешь. Что ты имеешь в виду? Закон. Что ты имеешь в виду? Ну, судя по твоему вопросу, понятно, что ты вообще не понимаешь, что ты спрашиваешь. Просто ты хочешь сказать шариат или демократия. Вот ты хочешь что сказать. А я тебе хочу сказать, что, если ты это имеешь в виду, конечно. А я тебе хочу сказать, что я тоже за шариат. Только я не за арабский шариат, а за свой, который у меня там 1000 лет был. Или сотни лет он у меня там был. Понимаешь? И у нас есть демократия, у нас есть конституция, у нас есть государство. Если ты об этом. Это долгая история, которую нужно подробно каждому разжевывать, объяснять и так далее. А так, у нас уже есть государство. Новое государство строить нам не надо. Так, давайте дальше. Почему Адало Ярова ваххабисты амнистировали? Пусть почитает газету. Конкорд, я не знаю, его амнистировали, он живой, да, Адало? Я просто не знаю, не следил за этими деятелями. Но если амнистировали, то все нормально. Свой оказался, да. Чем закончится война в Украине, Али, а не на Украине. В Украине война закончится полной победой Украины и нас всех, и полным поражением фашистской Русни. Но я лезгин, в моем окружении нету тех, кто чеченцев не уважает. Ну, лезгины это вообще отдельная история. Это... Я тоже не знаю никого из лезгинов, кого чеченцы не уважали бы. Но дело не в этом. Я немного про другое говорил. У меня нету проблем, тем более с лезгинами. С черкесского языка ваше имя переводится как Лев. Да, Тамик, я знаю, это тюркское имя, тюркский язык, тюркоязычное имя. Тюркское имя. Как думаешь, в конце туннеля виден свет? Видно свет? Конечно, Саят, о чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Конечно, да. А кто такие ваххабисты?
Дело в том, что ваххабисты, наверное, ты молодой, ты, наверное, не знаешь, ваххабистами называли тут вот ваше течение ислама, которое вы нам сейчас тут рассказываете. Вот это течение ислама у нас называлось ваххабизм. Я никогда не вкладывал в это плохое что-то, какой-то негативный контекст, подкол. Я так обозначал этих людей и даже разделял эти взгляды. И сейчас разделяю в определенной степени, без всяких вот этих некоторых сумасшествий. Разделяю я за то, чтобы была дискуссия, был диалог, чтобы мы общались, мы разговаривали, а не так: ты меня не понял, значит ты кафир, ты выходишь из ислама, тебя нужно убить там, или отрезать голову, или еще что-то. Нет, не так. Поэтому ничего я не укладываю, а укладываю я то, что это вот новое течение, которое сейчас мы знаем при помощи России и Саудовской Аравии, двух друзей, было внедрено и турецких наших соседей, скажем так. Вот эти люди нам внедрили вот эту новую идеологию, которая очень хорошо легла на то, что у нас был полностью под запретом. Ну, была вся религия, любая религия под запретом. И все представители религиозной конфессии, любой конфессии, были агентами КГБ СССР, и мы им не верили. И все ломанулись просто, как будто вот если это зло, это ложь, это обман, то вот это должно быть правдой. А дело в том, что и это оказалось неправдой. Точнее, полуправдой. Там тоже оказалось много подводных камней, куда нас всех вместе разом и толкнули. Как-то так. А нужно думать, не нужно бросаться с одной крайности в другую, нужно разбираться спокойно. Это проходит с опытом, с временем, со временем, с образованием. Читайте, самообразовывайтесь, слушайте умных людей. Слушать сейчас удобно, сейчас в Ютубе много можно смотреть. Не смотрите вот этих разных сейчас проповедников, пропагандистов. Кстати, я начал эту тему про дагестанских пропагандистов, которые сейчас усиленно снова начинают нам опять про религию рассказывать. Там есть некоторые там товарищи, которые все это время тут ну, фактически ничего не делали, а теперь опять начинают с чеченцами начать: оставьте нас, пожалуйста, нас не втягивайте. Я лично ни к какому вот этому мулле из России не доверяю. И даже чеченцам я не всем доверяю. Ну, и нужно смотреть его. Его хотя бы я могу чеченца проверить. Он чьих будет, каких родословных он. И что там за ним водится. Это мы можем пробить. А дагестанцев пробивать мы не можем. А религиозные вот эти деятели, которые взращены в России, они все либо под колпаком, даже те, кто выезжает за границу, якобы их преследуют, хотя некоторые есть, которых и преследуют. Но в основном ни одному, никому россиянину, особенно дагестанских проповедников, мы будем держать на вытянутой руке. Спасибо. Плавали, знаем, да. Хватит, да. А сам бюзде удачу. Да и резко хурем шу и бюзде. Черкесы не тюркоязычные. Черкесы нет, но у вас, Тамик, может быть тюркское слово в языке, понимаешь? И у вас на черкесском языке это лев, оно может быть... Хотя, может быть, и наоборот. Хотя везде я читал, что это тюркское имя Аслан, и оно попало и в чеченский язык точно так же. Хотя у нас оно не означает лев. У нас лом означает лев. Ну, как-то так. Ну, да ладно. Давайте почитаю комментарии Ютуба, то много уже комментариев. Так, сейчас я посмотрю, где...
Я всегда был и являюсь сторонником волеизъявления народа, но ни в коем случае сепаратизма и раскола. Да, Иван, абсолютно полностью согласен. Волеизъявления, тем более это наша земля, Иван. Никогда там русского сапога, кроме военного, никогда не было. Мы жили, пришли, и вот нам устроили. А сепаратизм, да, сепаратизм это не очень хорошо. Вот с этим я согласен. Валейкум салам всем б. Салам, витаю, шалом, братья, все, привет с фронта. Витаю, Владимир Рабинович, шалом, дорогой. Слава Украине. Авдеевка стоит. Отлично. Аслану всему в чате, ассаламу алейкум. Аслан, тебе не кажется странно, что Такер не задал практически ни одного острого вопроса и смотрел на Вову как возлюбленная гимнастка, а не приват доцента? Нет, Евгений, мне так, я вначале об этом говорил, мне так не показалось. Мне показалось, что он как судья давал последнее слово рецидивисту. И как закоренелый рецидивист Путин не раскаялся и стоял на своем. Мне кажется, это просто как правовое государство, Соединенные Штаты дали последний шанс Путину, и он его не использовал. Абсолютно не использовал. Ну, хотя, может, втихаря что-то использовал, я не знаю, может, втихаря он записку передал Такеру, сказал, пожалуйста, не убивайте, я буду делать все, что вы скажете. Не знаю. Но на публику он так не сказал. Совершенно верно, Иван. Иван говорит, что для него дикость осознавать, что людей убивали за веру или за этническую принадлежность. Чисто видов фашизма. Да, именно так. Так, честно, русского воспринимают как дурака, им обманщика, лжеца подавать. Такой человек будет считаться смекалистым. Да. Аслан, не все дагестанцы, лишнее не говори. Албанец, я про все дагестанцев не говорю. Сразу говорю. Да. Сразу говорю, про все не говорю. Да. Так, народ Дагестана не победил, да и сейчас редкость. Это была большая ошибка пойти защищать тех Чабан Маинск, Карман 99. А я думаю, не была это ошибка республика. В любом случае они русские на нас напали. Они уже напали, они пересекли границу. И взрывы домов ведь произошли после этого. Да, это дополнительно дало повод. Дополнительно. Но мы остались теми, кем мы есть. Республика. Мы остались тем, кем мы есть. И Басаев оказался тем, кем он есть. То есть чеченцем. Он должен был это сделать. Сейчас уже, да, цену мы заплатили, конечно, колоссальную. Колоссальнейшую цену. Аслан, блогер Одесского фонда, уже не в первый раз говорит, что Басаев агент ФСБ, он в Грузии командовал отрядом ГРУ. Как ты прокомментируешь? Ну, я считаю, что это, конечно же, глупость, ложь и обман. Ложь и обман. На Басаева пытаются возводить ложь, в том числе грузины, которые там находятся. Что он ГРУ, что он МРУ, там туда-сюда. Но я, правда, не знаю ни одного, кто достиг уровня урона, который наносил он врагу. Вот всех, кто Басаева называет ГРУ. Басаев, кстати, сказал, ну, он россиянам это сказал, если ему Бабицкий задал вопрос, как вы относитесь к тому, что вас называют сотрудником ГРУ? Он сказал, ну, если меня называют сотрудником ГРУ, то вы, россияне, животные. Почему ваша власть позволяет мне вот над вами вот это все творить, вас уничтожать? Ну, вот, приблизительно смысловой перевод был такой. Смысловая цитата такая. Как-то так, да. Поэтому, да, может кто-то говорит, я уже разговаривал, с одним разговаривал, с другим разговаривал. Есть товарищи в Украине, на самом деле, которые страдают вот этой чеченофобией, там, кавказофобией, еще со времен дружбы с Путиным, там, с Великой Россией, там, все такое. И, ну,
Бог им всем судья, да. Свою бы агентуру почистили бы, а за нашего погибшего легендарного героя лучше бы молчали всякие там эти, кто это несет, эту чушь. Почему дагестанцы не были против, когда русские убивали дагестанцев? Так надо ставить вопрос. Так мы его уже поставили, Асланбек. Дагестан – оккупированная территория, а в тот момент Ичкерия была независима. Да, албанец, это так. Но, к сожалению, дагестанцы должны же деоккупироваться, правильно? Как сейчас Украина борется, как Ичкерия дралась. Может, стоило арестовать этого Басаева за то, что он давал повод русским. С Грузией он тоже испортил ситуацию. Андро, пожалуйста, оставьте нашего Басаева. Мы вашего Сталина не трогаем. У вашего Гвишяни не трогаем. Вашего Берия не трогаем. Хотя то, что сделали они с нами, ни один Басаев не сделал. Тысячи Басаевов, 100 тысяч Басаевов не сделало бы вам то, что сделал один Сталин с Берием или Гвишяни, который на наш холам, на нашем родовом месте 850 человек заживо, 850 человек заживо или 750 человек заживо сжег женщин, детей. Причем в этот момент, когда сжигали, как раз перед поджогом родился младенец. И Гвишяни сказал «жечь». Родился мальчик, да, «жечь». Всех загнали в конюшню и сожгли. Это только один из эпизодов, то, что произошло в Хайбахе. Я про все остальное я молчу. Басаев не давал повода для того, чтобы его арестовать. То, что он испортил отношения с Грузией, ну я не знаю, испортил он отношения с Грузией или нет, но президент Грузии признал Чеченскую республику Ичкерия в те годы, Зviad Gamsahurdia. Испортил он отношения, если первая и единственная на тот момент страна была Грузия, которая нас признала? Я думаю, не испортил. Следовало ли ехать в Абхазию ему воевать? Это мое мнение. Я всего лишь свое мнение высказываю. Нет, не следовало ехать. Потому что абхазы, которые представились как будто борцы за свободу, за независимость от оккупантов КГБшника Шеварднадзе, от оккупантов грузин якобы. А в итоге легли под русских и вообще даже не шевелятся. Вот до того у них ненависть к грузинам, что они готовы в нищете просто пребывать, в которую вогнали русские. И просто, никакого развития, ничего просто нет. И вот поэтому я считаю, не стоило помогать людям, которые не хотят свободы. Они хотели по какой-то причине просто свою неприязнь к грузинам высказать таким образом. Свободы они не хотели. Сейчас под русскими чувствуют себя. Митингов мы не видим, так сказать, да? Свободной так называемой Абхазии. Арестовать нашего Басаева. Друзья, давайте мы сами решим наших героев, что с ними делать. Арестовывать их или поднимать на пьедесталы. Хорошо? Я уже много раз это говорил, и каждый раз вот у грузин какая-то вот такая болезненная эта тема, когда Басаев говорит, надо обязательно что-то бросить камень в Басаева. Такое высокомерие со стороны грузин, не видя то, что грузины, представители Грузии делали с чеченцами, вот постоянно вот это подчеркивать. Это не по-кавказски и такое высокомерное это мне отношение, как будто там мы имеем дело со святыми, в которых нельзя бросить камень. Ошибки были, но это наши ошибки, и мы будем решать, пожалуйста, не вмешивайтесь в наши внутренние дела, друзья. Пожалуйста. И есть основания подозревать, что за убийством Шамиля Басаева, в помощью русским убить Шамиля Басаева, прямо скажем, стояли грузинские спецслужбы. Есть такая информация, была она тогда, проскакивала сразу после гибели Шамиля Басаева. И
это может быть связано вот именно вот это набрасывание на человека, который умер уже давно, погиб уже 10 лет назад, который, ну, уже и сам, наверное, сожалел, что поехал в эту Абхазию. Его упоминать, но это какая-то больная вообще тема у грузин, да, это затрагивает. И поэтому это наш герой. И я, Аслан Арцуев, вам заявляю, если за убийством нашего героя стоит грузинские спецслужбы, то тот, кто отдавал этот приказ, помогал русским в самое трудное для нас время, как когда в 44-м нас выселяли, когда все мужчины ушли на фронт, так по-братски, так сказать, всех женщин, детей и стариков отправили на смерть. Не на депортацию, а на смерть от холода и голода. Мы все говорим про голодомор в Украине, но этот голодомор, вот эта депортация, это и был тот самый голодомор и для чеченцев. Потому что мы умирали от голода. Вот такая вот была ситуация. Поэтому, если же стоит, то я приложу максимальное усилие, чтобы этот человек понес в соответствии с международным правом наказание, как и российские террористы, которые причастны к его убийству. Хотя и я уверен, и, наверное, и чеченоговорящие тоже причастны к этому. Так. Так. Мои хайбахи двух дядей сожгли маленьких. Дал де обойлешь, Руслан. Дал де обойлешь. Дай Бог тебе здоровья, мне говорит Дато. Дато, я понимаю, ты грузин. И то, что я сейчас говорил, спасибо тебе за эти слова, это очень важные для меня слова. Я ни в коем случае не хочу задеть, оскорбить, и тем более вот Андро Карителли я не хотел. Андро, я к вам обращаюсь. Я не хочу вас. Я очень большим уважением отношусь к грузинам. Большим. Но вы поймите, мы тоже хотим иметь свое пространство, и мы будем свое отстаивать. И я лично искренне, положа руку на сердце, говорю, что я очень хочу дружить с грузинами, с нашими соседями, с нашим как государством, как народом я хочу дружить. Потому что я большим уважением отношусь к грузинам. Мне так себя презентовали грузины за всю мою жизнь, которую я встречал. Ну, попадались, конечно, не очень, но в основном это были очень порядочные, очень достойные люди, с которыми я общался. Поэтому я никого не хочу обидеть, я просто хочу свою позицию объяснить. Может, это я немного грубо делаю, может, это резко делаю, но я ни в коем случае не хочу обидеть грузин. Ни в коем случае, друзья. Амин, амин, Руслан, амин. Ты всем прав. Спасибо, Дато, спасибо. Это важно было услышать. Так. Я с Дагестана, ичкерийцы наши братья. Не говори, албанец, где ты, что ты, потому что сам понимаешь. Дай-ка кадыровца ФАС, и они пойдут на Дагестан. И не только пока люди под оккупацией, ты не можешь им предъявлять. Нет, албанец, не так, скажем так, давай так. Кадыровцы это россияне. Все, они пойдут.
Но есть ведь и не кадыровцы, ну я имею в виду дагестанские не кадыровцы, ведь у вас тоже есть свои кадыровцы, которые, ну, ваши кадыровцы, они в этом плане стоят на ступеньку выше наших кадыровцев, потому что вас, дагестанцев, хотя бы не вырезали всех подряд, и вы потом пошли служить. Ну, раньше вырезали, а так второй сорт, как были вы, так и второй, третий, там, какой мы кавказцы, у них там сорт. Поэтому нету вопросов там, к людям, которые хотят свободы. И я не поймите меня так же, как я говорил о грузинах, что я не хочу сказать ничего плохого. Есть друзья, нормальные люди, есть дагестанцы, которые сражались, гибли. И дагестанцы, это ведь не дагестанцы, это разные культуры, не просто язык. Культуры разные, разные языки, разные менталитеты. Поэтому, конечно же, а Дагестан, мы соседи, нам никуда друг от друга не деться, и нам придется договариваться. Но, как я говорил грузинам, я вынужден говорить правду и в отношении дагестанцев. Самые жестокие, это не мои слова, я это говорю для тех, кто потом будет смотреть, анализировать мой канал, для молодежи, чтобы вы понимали, не для того, чтобы оскорбить или солгать, оговорить там дагестанцев или кого-то другого. Нет, ни в коем случае. Но общаясь с нашими настоящими бойцами, не фейковыми, не выдуманными, там, не рекламными, настоящими бойцами, могу сказать, что самые жестокие, их слова я могу передать, самые жестокие были дагестанцы. Убивали моментально пленного, женщину, ребенка, пытали. Один генерал Гаджиев, который находился в Урус-Мартане, был комендантом в городе Урус-Мартане. Эпизод, за что он погиб, вот этот Гаджиев, один из эпизодов. Он пленил, они там пленили какого-то бойца, и у него жена, молодая, он был молодой парень, там 20 с чем-то лет, и у него была жена, 18-19 летняя девушка, Айза Газуева, всем известная. Так вот, вот этот Гаджиев пригласил ее к себе, она была в положении, они недавно поженились, должен был появиться ребенок. Вот он привел ее, положил ее мужа на стол, избитого, переломанного, искалеченного, распорол живот ему ножом и головой макал ее в ему живот. Ну вот я не помню, чтобы даже русские такое вытворяли. И даже не генералы, а рядовые или какие-нибудь сержанты, лейтенанты, там, садистов у русских тоже полно. Но чтобы вот так генералы вытворяли. И она обвязалась взрывчаткой, подошла и взорвалась к нему. В следующий раз она его подкараулила у его ворот, у комендатуры. Подошла и взорвалась. И уничтожила эту свинью. Как-то так, Дион. Это мы все должны знать. А сам вы полностью смотрели интервью, затрагивали ли в нем тему Ичкерии? И интересно, насколько популярен этот Карсон в Америке? Ну, Карсон очень популярный. Очень. Один из самых популярных ведущих. Тема Ичкерии затрагивалась. Путин сказал, что американцы... Ну, я выложил видео, наверное, вы видели его на моем канале, отрывок, где он упоминает про Ичкерию, и он говорит, что этим террористам американцы оказывали военную помощь, там, политическую, информационную, экономическую, там, и так далее, и так далее. Короче говоря, вот была такая тема. Да, в какой-то части
это правда, нам оказывалась помощь, и мы очень благодарны американцам и англичанам, и всему Западу. Но она не была близко той, о которой нам пытается представить Путин. Ему нужно сейчас показать, что он не геноцид над свободолюбивым народом сотворял, а что он боролся за суверенитет своей страны против ненавистной Америки. Против Америки, сейчас он тоже против американцев воюет в Украине. Каждый день там его американцы убивают, он американцев убивает. То же самое в Чечне. В Чечне не было чеченцев, там были все там американцы, арабы, там кто там были со всего мира. Там, как они там назывались, белые колготки, там литовские снайперши, там с 50-х, ну вот это вся чепуха российская. Поэтому как-то так. Поэтому он, конечно, снова лгал. Лгал про историю Украины, про то, что он такой весь бедный, что вот, да, очень интересно. Ну, все просто то, что мы здесь в реалити обсуждаем, рассказываем, как будто смотрит наши реалити. Все начал там рассказывать, что Ельцин сказал: Господи, благослови Америку, мы же там это. Конечно, сказал. И что мы хотели стать друзьями. Это просто нужно отдельно разбирать, просто лень просто разбирать это все. Это последнее слово перед приговором, и я думаю, Путин уедет далеко и надолго в Гааге. Да? Вот такие вещи рассказывал, что ну просто уму непостижимо, что нес этот. Ну, последнее слово такое вот у нас в цивилизованном мире так вот принято. Сдавать даже людоедам последнее слово. Так. А что, не было того же Сашко Белого? Конечно, был, Алекс. Сашко Белый был, и еще 12 с ним было. И одна девушка была, и 11 мужчин. Да, были люди, конечно. Конечно, были. А ты за демократию или шариа? Я не знаю, что ты хочешь от меня. Услышите, я гражданин Чеченской республики Ичкерия. У нас есть конституция, у нас есть конституционный строй. Я за свое государство, за свою конституцию. И не потому, что она мне нравится или не нравится, а потому что это моя гарантия безопасности, гарантия моих будущих поколений безопасности. И чисто из рационального соображения я хочу иметь свое правовое, демократическое, цивилизованное государство. И я не против шариата, мусульман там и так далее. Я сам мусульманин, если так, чтобы вы понимали. Хорошо, вновь и вновь. Не надо вот вырезать, потом распространять эти ссылки, что там. Ну, зачем вы отвлекаете на это? Уже 100 раз сказал. Видать, нежелательное, говорю. Наверное. А зачем ты говоришь нежелательно? Слава Украине, слава Ичкерии. Героям слава. Ну да ладно. Асан, я никому не верю, ведь даже самых близких друзей могут обмануть. Да, Иван, абсолютно верно. Вы можете доверять человеку, и он абсолютно 100% надежный, там все такое. Но вот его могут использовать так, что он сам не поймет. И вот против вас. Это абсолютно. И, кстати говоря, Иван, где-то несколько месяцев назад я разговаривал там с одним человеком, и он мне эту мысль сказал. И меня осенило, представь, я вот тоже подумал, а ведь так и есть ведь, да, тут, да, ты можешь абсолютно доверять человеку, представьте, и до меня это так долго доходило, да. Да, я с вами согласен. Вражки все проповедники под любой конфессией, да, абсолютно. По-грузински лом тоже лев. Да, я не знал. Я знаю, часы у вас также сахт, да, как-то, ну, мы с грузинами. У меня был один грузин, друг, он любил вот эти все слова собирать, и в каждом языке он искал схожести. И он говорил, что все языки произошли от грузинского. И он много чеченских слов, ну, похожих нашел. Я ему, конечно, говорил, что нет, это от чеченцев произошло эти слова. Он говорил наоборот.
Но он очень подкован был в этом вопросе, очень хорошо знал эти слова, какие схожи с чеченцами слова, он много знал. Как-то так. Ни одного дагестанского блогера, как я не знаю, который хочет, чтобы Дагестан был демократический. Права человека, свобода слова, наоборот, все ахлюсуновцы, валь-аджаматовцы, шариата. Да, тоже я абсолютно правильно замечаю. Я не вижу таких людей, дагестанцев, которые вот борются, вот, например, там создают каналы. И не только ведь один блогер, ведь вы все, мы все являемся, да, носителями определенных взглядов, определенных идеологий. И собираются вот рядом у этого блогера, собираются люди с одинаковым мнением. Он просто их спикер, выражает просто их мнение. А так они все разделяют его точку зрения. И да, нет таких людей, нет дагестанцев, которые борются за права, за свободу. Есть вот эти проповедники, которых почему-то не убили, дали спокойно выехать, там еще по какой-то причине. Там третье, десятое, колодцы они там копают, где-то ходят. Там еще в Турции живут, здесь в Европе живут. Вот эти люди, никакой пользы для свободного Дагестана, они даже не думают об этом. Не думают. Они под Турцию лечь хотят, кто живет в Турции, например. Остальные хотят остаться с Россией. Но это правда, к сожалению, это правда. Ну и есть дагестанцы, наверное. Нужно вот на нашем канале их выискивать, заключать там какие-то там контакты с ними и вместе трудиться. На благо каждой своей страны. И если друг информирован неправильно, он в свою очередь может говорить неправду. Да, Иван, ты уже опытный, я вижу. Где Русская Республика? Да, кстати, ее тоже нет. Валейк салам, Хамзат, Машуэль, Машал, Вигаду. Басаев заставил Рашку капитулировать. Да, совершенно верно. Сталин, Берия и Гвишиане были представителями России. Мы не несем ответственность за их действия. Кадыров тоже чеченец, но мы не обвиняем чеченский народ в участии в войне против Грузии. Андро, дело в том, что когда Сталин, Берия и Гвишиане это совершали, по большому, странному стечению, совпадению обстоятельств, там очень много грузин оказалось. Причем зарождающиеся вот этой НКВД, ЧК и так далее. И сейчас новых грузин мы не видим. Хотя старые вот эти потомственные, они остаются, КГБшники и так далее, мы не видим. За Кадырова вы тоже говорите. И даже больше, чем за Кадырова, вы говорите за Имадаева. И тогда это очень сильно раскручивалось. И если разделять не по этническому признаку, там, Сталин грузин, но он советский грузин, российский грузин, и типа он к нам отношения не имеет, то мы все тогда были советскими, вся Грузия была советская. И он был такой же грузин, как и любой другой грузин, проживающий в Грузии или где-то еще. Не хочу эти темы затрагивать, говорить. И не хочу обвинять грузин, которые Сталин, например, Мария Максакова, с которой я проводил встречу, она внучка Сталина, например, да, может, вы не все знали об этом, но я тоже об этом узнал не сразу. У меня нет к ней такой ненависти, неприязни, хотя раньше, наверное, если бы мне сказали бы, я подумал, да, nicht gut. А так она на нашей стороне разоблачает этих террористов. Никаких вопросов нет. Даже к внучке Сталина. Как-то так. Я сейчас не хочу эту тему сейчас обсуждать, говорить. Просто если начать обсуждать, то и Басаев не против грузин ведь воевал, а против Шеварднадзе, КГБшника, против империи, которая пыталась там, так это преподносилось. Поэтому
Ну, как-то так, друзья. Ва алейкум ассалам. Вы поддерживаете Израиль? Да, я поддерживаю Израиль в законной борьбе за свое право на защиту и самооборону. Да, в этом плане я поддерживаю. Но я поддерживаю не Израиль и не Ичкерию. Я поддерживаю справедливость. И в данном случае, вот на день рождения Путина, арабские кадыровцы совершили акт геноцида по отношению к евреям. И я, конечно же, этот акт осуждаю. Так. Когда меня поздравят с 23 февраля, я сразу задаю вопрос, почему вы меня причисляете к геноциду чеченского народа? Спасибо, Иван, спасибо. Это достойно. Спасибо. Так, шалом всем. Шалом, Ян. Так, давайте, друзья, я уже и так все сказал. Андро это наш хороший подписчик, наш единомышленник, я так полагаю, да, Андро? Поэтому, пожалуйста, давайте сейчас мы не будем на радость нашим этим высказываться. Только не ругайтесь. Обсуждайте, спорьте, дискутируйте, только не ругайтесь, не переходите. К Андро проявляйте уважение, пожалуйста. Ва алейкум салам. Если бы в то время РФ не поспособствовал тому, что вчера образовалось многовластие, порой безвластие, то Шамиль вряд ли обратился бы к единоличным инициативам. Возможно, Евгения. Там такой бардак был уже. Это уже закручивалось. Дагестанцы сами должны уничтожить своих предателей. Да, они должны освободиться. Я военный много повидал, но таких ужасов мне даже представить страшно. Да, Иван, было вот то, что было в Буче, у нас было по всей республике. И до сих пор продолжается. Не как в Буче, конечно, вот этот уровень страха, который они нагнали. Причем убивают ведь не только тот, кто сделал что-то им плохое. Убивают родственников, там, братьев, сестер, жен, матерей, всех подряд. У Путина все террористы, а он еще тот людоед. Да, грузины, так, давайте я грузинов и чеченцев оставлю, буду пропускать. Вы тут между собой общаетесь, друзья. Нет, Асламбек, он не провокатор, он не провокатор. Давайте, друзья, только нормально ушумись. Я так думаю, я так думаю. Потому что я ничего не замечал за ним. Да, свободный Дагестан для этой деятельности войти в состав Турции, как к арабам присоединиться. Да. Салам маршал до ночи. Делер салам маршал Ойл Бек. Там один шариатчик, то ли Дагестан, то ли Ингуш, говорит, что война между Россией и Украиной из-за евреев. Это они пропагандируют кавказской молодежи. Да, пропагандируют. Это давно пропагандируют. Очень давно. Да. Баркал Асламбек, Баркал за респект. Андро, да, если надо будет упрекать, то мы в карман за словом не полезем, благо есть что сказать кому угодно. Да, Амзат.
К Марии по определению нельзя иметь неприязнь, только приязнь. Да. А вы знали, что у Максаковой дедушка Сталин? Знали? Или прадед, дед, по-моему. Так, друзья, вы этот чат читаете лучше. Ну, конечно, подожди, я что должен тебе ответить. Ты тут за... А ты скажи, пожалуйста, ты у нас кто? Ты у нас русский, да, получается? Ты тоже за Палестину. Что-то вы самое за Палестину очень старые. Так. Ну все, тут нет ничего. Что тебе сказать? Ответить опять надо на твои вопросы опять. Так. Когда в Дагестане люди вышли на какое-то время против мобилизации, украинские каналы начали говорить, мол, Дагестан хочет выйти из состава России и стать независимым. Да, я не пропустил эту республика. Да, говорили. Говорили. Ха, не знаю. Не помню я такого украинский. Но я уже не смотрю. Вот этот Freedom, то, что украинский вот этот канал. Но на украинском канале, на украиноязычных блогеров, их, экспертов интересно еще послушать. Ну, проблемы с языком бывает, напрягаться приходится, чтобы там внимательно слушать. А вот Freedom, вот это русскоязычное, ну просто муть одна идет. Я не знаю, это может такая тактика. Просто свести и своих, и чужих там с ума, и запутать, чтобы ты не понимал, кто где свой, чужой. Наверное, какие-то хитрые приемчики, да. Асан, ты обратил внимание на реакцию, когда журналист сказал, что армия США войдет в Украину и будет воевать с ними? На реакцию Путина? Нет, не обратил это. Ну-ка, расскажи, пожалуйста, что там было. Какая у него была реакция, можешь сказать? А еще Шамиля представляет как чисто дагестанского борца, в то время как основное время воевал вместе с чеченцами против России. Ты про Басаева? Все забыли Башкортостан и волнение, говорит Шамиль. Шамиль, не забыли, но просто я, знаешь, особо не вдавался вот в эту ситуацию в Башкортостане. И знаешь, первое, что меня отторгло, из-за кого вышли вот этого парня, которого задержали. Там о нем писалось, что он очень такой запашком. Может, с этим связано, что не пошло? Не знаю. Связан с властью, то есть с гибней. Я не утверждаю, просто так было написано. Да, не будем ругаться, я не ругаюсь. В этот момент мы должны быть вместе против России. Да, совершенно верно, Андро. Дагестанцы очень зомбированы. Да, дагестанцы подвергались очень сильной обработке. Ну, впрочем, как и все. Гаджимурат Санжинский. У дагестанцев самосознания нет. Они думают, как нужно России. Ну, ты как дагестанец, это же правильно говоришь? Да, я тоже это увидел. Я вот общался с разными людьми за свою жизнь. И меня самое большее разочаровывало в том, что ну, вообще нету даже проблеска на желание жить без России у дагестанцев. Что они могут жить сами, что они
будут что-то, ну, вообще даже, намека даже нет. Ты ему говоришь, а как ты, а зачем? Не хочу я, зачем? Не, ну было бы хорошо, но если ты объясняешь, а вдруг там станем свободными, сами развиваться, свои паспорта, там, третье, десятое, ездить по всему миру, дипломатические отношения. Нет такой тяги. Наверное, нужно ждать, пока вырастет, или взращивать это новое поколение. Про имама Шамиля ты говорил, я понял. Так. Русские учителя говорят, что Шамиль не воевал против РФ, а воевал против дагестанских кланов. Еще такое писал генерал Плиев. Ну и что это значит при? Что это имеется в виду? Если он не воевал против не Российской Федерации, ее тогда не было, России, это царская Россия, и воевал против дагестанских кланов. Еще такое писал генерал Плиев. И что это значит? Значит, он был внедренный агент, они на это хотят. Вы обратили внимание, что распространяется информация, что был внедренный агент. Он там туда. Я в это не верю, что он внедренный агент был. Не может такого быть в это время, в то время. Не верю я просто. Быть может или нет. Оставим на усмотрение историков. А так я считаю, что он не был агентом. Ну, устал, выдохся, сопротивление чеченцев 10% осталось, воевать уже некому. Вот он и сдался, мне кажется. Но может это имеют в виду учителя, когда говорят, что вот он типа воевал не против России, а против кланов, значит он был внедренный такой борец с коррупцией, а-ля Навальный такой, которого внедрили в чеченское руководство. Хотя никто это не мог угадать, потому что чеченцы сами приняли решение, как свободные люди, и сами назначили его, потому что он был пришлый, и в любой момент, как все закончится, можно было его отправить обратно. Так, Агучвеля. Так, давай тогда. Ой, твой. Мне сказали тут, если вы мне что-то говорите, вам не отвечать. Просто у меня вот на автомате вам ответка прилетает. Поэтому я тебя оставлю, идешь ты просто. А за дагестанцев очень много, особенно Даргин, в Ставропольском крае ездили, и там чувствуют себя лучше, чем в Дагестане. О каком отделении от России вообще идет речь? Ну, тогда да. Мой бывший командир попал в плен на Азовстале. Его обменяли. Он говорил, что посмотришь российские новостей и начинаешь им верить. Пропаганда в РФ очень мощная. Да, пропаганда, она работает. Это правда. И вот то, что мы сейчас наблюдаем в Украине, это вот плоды этой пропаганды. И если только Путина там или какого-нибудь Шойгу посадить, и не посадить там Соловьева, Скобееву, Невзорова и других пропагандистов, то я не согласен, да, то это непорядок, да. Шамиль сдался в плен. Да, Шамиль сдался, Бег. Это была борьба за власть. Для этого не нужно быть агентом. Да, Муса, наверное, да. То, что они рассказывают, что Басаев резал грузин, играл головой грузина как мячиком, такие бредни слушать, и уши вянут. А представь, если было бы что предъявить чеченцы, то они нас вообще съели бы. Да, совершенно верно. Мне один тут в Украине, который есть один грузин, командир он там или не знаю кто, он мне писал, что Басаев головой играл. Или он, или другой это был. У грузина я много просто на этой теме общался. Я говорю, почему он в другую страну поехал и там это делал, а когда к нему пришли, ему в один день у него
14 членов семьи, по-моему, да, у него убили, или 11 членов семьи убили, все, что только возможно было с ним сделали. И он никогда не отрезал у русских голову и не играл с ними в мяч. И никогда русские об этом не говорили. А вот на это ответа нет у всех, кто на Басаева говорит. Значит, поехать в чужую страну, за чужой народ, и отрезать голову, и зверствовать, людоедствовать когда-то. А если это в нем было, это садистское, это маньячество, оно в нем осталось бы навсегда. Почему после того вот этого зла, которое сделала Россия против него, он не сделал ничего с русскими? Ни одному он голову не отрезал, в футбол не играл с ними. А вот тут он сделал. Это ложь, самая настоящая ложь. Я не верю в это. Это дало бы о себе знать. Никогда он абсолютно был не жестоким человеком. Причем он воин. И очень сложно сочетать в себе быть не жестоким и быть воином. Но он был именно таким. Такие тоже воины бывают. Хотя есть и маньяки, и садисты. Всякие есть. Ну да ладно, друзья. Мы уже 1,5 часа в эфире. Поэтому можно уже заканчивать. Так. Коренной и самый древний народ Кавказа — это новчи-кистинцы. Да, кистинцы это это тейпы там есть, там, ответвление от нас идет. Поэтому кистинцы отдельно от чеченцев не бывает. И чеченцы отдельно от кистинцев не бывает. Да, мы самый древний народ. Один из самых, или может самый древний на Кавказе, по крайней мере. Так говорят. И, там, может, мы в годах там только конкурируем, кто больше, кто меньше. Кто раньше пришел, кто позже на Кавказ. Друзья, на этом я свой стрим заканчиваю. Завтра, напоминаю вам, у нас будет стрим в телеграм-канале на странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия на чеченском языке в 20:00 по европейскому времени, по Берлину, по Парижу. И я всех чеченцев и тех, кто хочет учить чеченский язык, приглашаю. Да, заходите, общайтесь. К сожалению, по ТикТоку я вещать не буду. Я не буду также это поделать по YouTube. Я просто отдельно, как видео мы сделаем, выложу просто видео, чтобы вы могли посмотреть. И еще раз напоминаю, друзья, распространяйте ссылку. И нам снова конкретно наш канал давят, отписки, убирают просмотры, убирают комментарии. Ну, как в старые добрые времена. Опять с новой силой начинают. Ну, от вас небольшой вклад, маленькая. И вам это несложно перепостить, там, переслать на WhatsApp на сегодняшнее видео в том же YouTube, например. И все будет Ичкерия, да, мула. Слава Украине и Господи благослови Америку. Адикюэль марш ойл. Бюзде галюэль маселя. Всего хорошего, до свидания, друзья.